Я родилась в Сыктывкаре, в республике Коми, которая сегодня готовится к празднованию своего 100-летнего юбилея. В разные годы я была артисткой балета, директором хореографической школы, создала детский балетный театр. Каждая профессия, в которой я работала, давала мне определенные плоды. Но ни одна из них не дала столько, сколько дала мне работа в музее. Я бы сказала, что музей – это своеобразный институт по формированию личностных качеств человека. До музея я работала в театре. Моими коллегами по сцене были замечательные артисты, выдающиеся личности, которые стояли у истоков зарождения Республиканского музыкального театра. Но по-настоящему я смогла их оценить только тогда, когда пришла в музей. Я узнала их по-другому, когда познакомилась с документами. Этому способствовала сама специфика работы в музее. Работа с биографиями, с документами, с фотоматериалами, с формированием коллекции по, условно так сказать, герою. И в результате такой работы твой герой становится родным для тебя человеком. И ты понимаешь всю меру ответственности за правдивость информации о нем. Это позволило мне спустя годы написать книжку об этих людях, с которыми я работала. Книга называется «О тех, кого помню и люблю». В течение всех лет работы в музее моей любимой темой, конечно же, была тема, связанная с культурой и искусством в Республике Коми. Я с радостью и удовольствием формировала коллекции по артистам и передавала их в фонды. Работа с коллекциями постепенно привела меня к тому, что я стала сама коллекционером. И моя коллекция балетных фигурок и других предметов, связанных с балетом, участвовали в выставках, в том числе и в выставках Национального музея. Если бы я не работала в музее, я бы не смогла стать директором детской хореографической школы. Потому что работа в музее дала мне опыт общения с людьми, опыт организационной работы. Ведь каждая выставка, которую строишь, это же работа совместная художника, экспозиционера, фондовика, экскурсовода, и все это нужно объединить единой идеей. И, конечно же, экскурсии играли важную роль в моей жизни, когда я работала в музее. Ведь все научные сотрудники являются еще и экскурсоводами. А экскурсии – это опыт лекторской работы, который мне очень пригодилась в дальнейшем. Это опыт работы с текстом, тщательной работой с текстом. Но, как видите, вся моя работа была связана с историей нашей республики и с Национальным музеем. Но главное мое приобретение музея – это мои коллеги и мои друзья. Я уже почти 30 лет не работаю в музее, но они всегда со мной, всегда готовы помочь и поддержать. Это Раиса Ивановна Луркова и Валентина Алексеевна Сова. Это Пьянкова Татьяна Алексеевна и Пасынкова Ирина Александровна. Это моя любимая подруга с большим сердцем Эльвира Викторовна Ротта, которую я тоже приобрела в музее. Ее сердце открыто для всех. Это мои любимые директора музеев. Алиса Дмитриевна Качалова, которая была необыкновенным энтузиастом, поэтому так много сделала. И она научила меня быть энтузиастом. И, конечно же, Елена Витальевна Семичастнова, которая, к сожалению, недавно ушла от нас. Она увидела во мне директора, она поверила в это. И я постаралась оправдать ее доверие. Как видите, все, что было в моей жизни, связано с историей республики и с Национальным музеем. Дорогие друзья, дорогая моя любимая республика, с юбилеем! Дорогие мои коллеги Национального музея Республики Коми, вам исполняется 110 лет. Здоровья, счастья, успехов и процветания музея!